Текстов очень хорошее впечатление. Ну, оно у меня как-то в целом, наверное, связано с тем еще, что я в первый раз в Бурятии. И какой-то, мне кажется, можно сказать, что тексты имеют свой дух, который связан с национальным фольклором, и это очень хорошо. То есть можно сказать, что если это продолжить и развивать, то все-таки будет какая-то своя струя в драматургии в российской. Специфика, не знаю, поскольку у нас очень подробный перевод, и он по каждой реплике я все вижу, как и идет, и с другой стороны, то, как записан бурятский язык, я могу это прочитать. Ну, единственное, что с ударением беда, но я вижу, то есть буквы там наполовину там русские, и все это понятно. То есть произношение только какое-то особенное. Ну, в целом, да. И специфика еще, наверное, в том, что у языка чуть-чуть другая энергия. Я имею в виду то, что как фразы совершенно по-разному звучат на русском и на бурятском, и это интересно как раз, что мы закладываем какие-то основы и разбираем сцены на русском, потому что я не знаю бурятского. Моя это проблема, как бы, а не национального театра и не авторов, которые написали эти пьесы. А потом я как-то, ну, грубо говоря, так чисто музыкально стараюсь понять, и об этом ли идет речь, то, что мы разобрали, или все-таки мы потеряли ритм. И вот работаем с этим. Да, наверное, ну это зависит, конечно, от того, где и в каком театре. Хотя, мне кажется, было бы интересно привести вот такие пьесы и показывать их в Москве. И там все будут говорить, а что это, почему, там, что за... Что шаманизма столько и так далее. А вот изучайте бурятскую культуру, будет вам понятно. То есть из-за того, что для меня там есть какие-то загадки с точки зрения культуры местной, это же от этого только интереснее. Потому что зритель очень испытывает большую потребность, как мне кажется. Ну, как бы я себя от зрителя не отъединяю, о том, чтобы говорили про него. Вот. И понятно, что мы много видим, как бы, что национальный театр часто работает с эпосом, и как бы сейчас многие национальные театры, и вот Бурятдрама тоже замечательно, что двигается в эту сторону, чтобы язык переходил и в другие темы, и зритель хочет видеть то, что происходит с ним, и поднимать, и поднимаются какие-то вопросы, которые там читаем, допустим, пьесу Намжилмы, там, место действия Улан-Удэ, время действия сейчас, вот. Я тоже как бы хочу про сейчас, чтобы мне... Бог его знает, как там эти Чеховы жили, и их персонажи в 19 веке. А тут мне живой человек говорит, вот такая проблема есть. Вот с этим надо как-то поработать. Как минимум, вот вчера мы с коллегами обсуждали о том, что сейчас большое количество семейных пьес, и потому что многие авторы, допустим, как бы мы пришли к мнению, что скидывают люди свои проблемы, часто перекидывают на театр, и это неплохо, то есть, что искусство с ними будет разбираться, потому что семейных пьес очень много, в основном сейчас как бы все с семейными проблемами пьесы, ну, как бы в российской драматургии, потому что все равно, допустим, только-только сейчас приходит психология, как осознанная такая серьезная наука, которой там люди начинают ходить к психологам, то есть как-то обрабатывают свои душевные травмы уже как бы и относятся к этому серьезно. Там, допустим, там, моя бабушка не знает, что такое депрессия, такое слово. Хотя, возможно, я понимаю, что она у нее была в какие-то периоды. Но если там сказать об этом, нет, что ты, надо идти работать, там как раз огурцы надо закрыть, баньку затопить. В общем, много дел, какая депрессия. И, я все к тому, что как бы и это хорошо, что потребность как раз в том, чтобы полечиться, послушать. И плюс, самое важное, что особенно именно в вашем регионе важно, что
получится, что как бы мы отчасти будем участвовать в сохранении бурятской культуры, потому что даже когда мы читаем, вот это все-таки, наверное, литературный бурятский, у нас возникают разночтения в ударениях, в произношении слов, и кто-то там более взрослые люди более молодых как-то поправляют, бывает и наоборот. Ну, то есть люди обмениваются собственным языком. И очень здорово сделать это своим брендом, что современная пьеса на бурятском языке. Круто.